спортивный болид. И куда он уйдет? Через 150-200 метров будет первый трамплин. Посмотрите, как спортсмен преодолеет его. Далее, через 300 метров второй трамплин. Посмотрите, как преодолеет. И дальше ипподромный левый вираж. Это то, что мы с вами будем наблюдать. Старт дается с интервалом в 2 минуты между автомобилями. Первые 20 машин проедут с интервалом в 2 минуты. Остальные с интервалом в 1 минуту. Когда я только что вам сказал, что грузовики разделены на старте с легковыми автомобилями, то я вам могу сказать, что сегодня сделано редкое исключение. Обычно так не делают. Но для того, чтобы гонка была зрелищней, для того, чтобы вы могли увидеть звезд в том ранжире, в каком они вчера проехали этап, организаторы гонки смешали канал. И старт будут принимать как легковые автомобили, так и грузовые в одном канале. Редкое явление, и вы его свидетели. Ну, понаблюдаем эти волнительные моменты перед самым-самым стартом. Старт – это особое действие в автоспорте и особое состояние предвкушения предстоящей борьбы. Волнуются спортсмены, волнуются зрители, и это оправдано, поскольку волноваться есть от чего. В легковом зачете выступают такие великие гонщики, как только что названный мною Себастьян Лёб, следом за ним Петранцель. Далее Стефан Петранцель, разумеется, самый главный специалист в ралли-рейдах в мире. Самое большое количество побед на Дакаре. В прошлом мотоциклист, сейчас автогонщик. Сириль Депре, великое имя, великий гонщик. В прошлом году победил здесь в упорнейшей борьбе. Великая команда Peugeot представлена 3 выдающимися гонщиками, но я представлю их по очереди. Итак, секунды буквально остаются до старта. На старте Себастьян Лёб. Ассистирует ему Даниэль Элена, один из самых титулованных штурманов в мире. Уже почти 20 лет он в большом автоспорте. С 98-го года ездит. Он партнер Себастьяна Лёба, с которым одержал все победы в классическом ралли. Ровно 169 побед еще и на счету Даниэля Элена. Итак, старт дан. Вперед! Смотрим! Дорогие друзья, пошел Себастьян Лёб. Скользкая трасса, и он подходит к первому трамплину. Смотрим с отрывом и прямо в лужу. Надо бы сказать, что первым открывать дорогу очень и очень тяжело. Вчера Себастьян Лёб стартовал не первым, но первым финишировал по времени. Его время было самым коротким. Кстати говоря, он сам этому удивился, потому что не рассчитывал быть первым. Быть первым и вчера, и сегодня по такой дороге – это очень и очень сложно. Итак, на старте Стефан Петранцель. Легендарный Стефан Петранцель и его штурман Жан-Поль Катре. Это один из главных экипажей, стартующих сегодня перед вами, который гарантированно станет биться за первое место в гонке. К тому имеется множество причин и предпосылок. Достаточно сказать, что Стефан Петранцель – это один из главных в мире специалистов по ралли-рейдам. Он 13 раз выигрывал ралли Дакар. Как на мотоцикле, так и на внедорожнике. Гонка «Шелковый путь», кстати, это очень желанная для Стефана вершина. Преодолеть и победить на ней знаменитый гонщик пытался не один раз. Однако «Шелковый путь» Петранцелю так и не покорился. В прошлом году именно он был главным фаворитом, долго лидировал, но попал в обидную аварию, и уже в середине дистанции шансы на победу он утратил. Однако борьбы не прекратил, еще раз побеждал на этапе, но этого было недостаточно для общей победы. Итак, на старте Стефан Петранцель, Франция, Жан-Поль Катре, Франция, 106 номер. Автомобиль Peugeot. И вот пошел Петранцель. Смотрим. Давайте посмотрим, как Петранцель пройдет эти первые 100-метровки.
Да, прекрасно он их проходит с отрывом. Строго говоря, как под копирку, одинаково. Точно так же у нас только что ехал Себастьян Кулёв. Ипподромный, первый ипподромный, пятый поворот в классификации поворотов. Это пятый поворот считается, номер 5. Под 90 градусов налево. Пожелаем удачи Стефану Петранцелю, а в стартовом створе Сириль Депре, Франция, 100-й номер. Экипаж действующих победителей ралли «Шелковый». То есть по рейтингу это самый главный человек на нынешней гонке, действующий победитель прошлого года Сириль Депре. В прошлом мотогонщик, выигравший Дакар в зачете мотоциклов 5 раз. 2005, 2007, 2010, 2012, 2013 год. И если бы не его знаменитый испанский соперник, кто знает, как его зовут? Правильно. Марк Кома, конечно же. Побед было бы больше. Депре неоднократно побеждал в самых престижных мировых автогонках. Это звезда мотоспорта. И он дает серьезную заявку стать звездой еще и в автоспорте. К тому есть все, как мы уже сказали, предпосылки. Его штурман Давид Кастера, известный во Франции мотогонщик, 10 лет выступал в соревнованиях по эндуро, стал чемпионом Франции 1998 года. Кастера занял 3-е место на ралли Дакар в категории мотоциклов. Тоже именитый навигатор, очень известный и уважаемый среди специалистов. Вчера всего 2 минуты 14 секунд экипаж уступил победителю. Итак, Сириль Депре дал старт своему автомобилю и пошел на этот трамплин. Вот так вот проходят его именитые спортсмены. Чуть-чуть осадил машину, прыгнул и пошел. Сейчас еще один трамплин. И он входит в ипподромный вираж левый. С левой стороны там глубокая лужа. Я посмотрел, что ни один из умных гонщиков в этой луже не попадется. Объезжают не кратчайшей траекторией, а самой прагматично. Еще один трамплин с отрывом и пошел на 157 километров спортивного режима. Езид Аль-Раджи, Саудовская Аравия, Тима Готшалл, Германия, 101 стартовый номер. Вчера 2 минуты 37 секунд уступил победителю. Едет он на автомобиле Мини. Я сказал, что это гонщик из Саудовской Аравии и его немецкий штурман Тима Готшалл. В прошлом году экипаж стал серебряным призером ралли «Шелковый путь». Аль-Раджи представляет марку Мини, которая в прошлом году стала главным соперником команды Peugeot в сражении за победу. В 2015 году впервые приехал Раджи в Россию. Никогда до этого не был. И приехал он на первый этап чемпионата мира, розыгрыша Кубка мира, был на первом этапе на гонке «Северный лес». Никогда до этого он не ездил по снегу, и все предрекали, что сможет сделать саудовец, когда он ездит только по песку, а здесь снег. И вот что произошло в этом 2015 году. Там были финны, там были наши асы, умеющие хорошо пилотировать машины в песке, то есть на снегу. И вот этот вот песчаный король всех тогда обыграл, всех объехал, а сейчас он отправляется в Китай. Здесь на второй этап пошла машина Мини под управлением Езида Аль-Раджи. Смотрим, как он преодолеет трамплин. Да классно он его преодолел. Идет на второй с легким заносом. Преодолел. И посмотрим, управляемый занос пойдет или пройдет траекторию. Управляемый занос. И вот смотрите, к чему это приводит. Посмотрите направо. Засел Аль-Раджи и потерял, минимум 5-7 секунд. Все это впоследствии скажется. На старте Брайс Мензис, США, и Питер Мортенсен, 105-й стартовый номер, гонщики из США. Брайс Ментис – прирожденный автогонщик. Кабина автомобиля – это его второй дом. Бесконечные эксперименты в поисках приключений привели к тому, что он стал обладателем рекорда Гиннесса.
Вот вдумайтесь, он единственный в мире человек, совершивший на автомобиле рекордный прыжок длиною во сколько метров? Как вы думаете, насколько машина может прыгнуть? Объявляю результат. 115 метров полета. Мысленно представьте себе это расстояние. Это как от старта вот до того самого трамплина. И все это расстояние он преодолел по воздуху. В этом смысле перед нами не просто некий автомобиль, но еще и немного самолет. Итак, самолет под управлением пилота Брайса Ментиза и пассажира Питера Мортенсена, его навигатора, его штурмана, отправляется в рейс до Китая. Вчера 3 минуты 38 секунд уступил Брайс победителю. И он на старте. Автомобиль мини. Очень интересно, воспользуется ли он случаем и прыгнет ли он на трамплине, этот американец, как только что это сделал перед нами Изир Аль-Раджи. Пошел. Кстати, очень хороший, маневренный, легко управляемый автомобиль. Прыгнул, но не 115 метров, нет. Еще раз трамплин. И пошел в управляемый левый ипподромный вираж. Заходит в него очень осторожно, кстати, посмотрите. Ну, можете пронаблюдать его езду. Еще один трамплин должен быть. Прыгнул. Вот здесь хорошо у него получилось. И без всяких заносов пошел дальше. На старте 108-й стартовый номер Кристиан Лавьель и Жан Гарсен, Франция. Заводская команда Bike Motor Racing Team. Автопроизводитель Китай. Кстати говоря, Кристиан Лавьель – постоянный участник гонки «Шелковый путь» с первого дня ее создания. Приветствуем его здесь. «Шелковый путь» – это для него легендарная, любимая гонка. Француз, а любит татарскую землю. Кстати, посмотрите так, влево. Посмотрите, какой автомобиль стал на старт следом за Кристианом Лавьелем. Чуть-чуть позже расскажу, кто там за рулем. Жан Гарсен, кстати говоря, ассистирует Кристиану Лавьелю. И это очень опытный, очень известный, легендарный, можно тоже сказать и так, легендарный штурман среди штурманов. Очень известный, очень хороший экипаж. Итак, пошел отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! И пошел Кристиан Лавьель. Мы с вами проследим, что сделает он на своем китайском автомобиле на этом трамплине. А что, собственно, он может сделать? Только прыгнуть. Что, собственно говоря, и происходит на наших глазах с отрывом. Очень осторожно он пошел. Трасса мыльная, скользкая. Вчера я прошел эту трассу пешком до самого конца. И надо бы сказать, что на въезде в лес громадная лужа. Если вы хорошо видите, посмотрите туда, вот куда уходят автомобили. Там очень сложно. И там стоят корреспонденты, все снимают. Они понимают, где стать. Здорово прыгает Кристиан. А мы приветствуем Мартина Коломы. 7-м он стал вчера в абсолюте. 7-м. И это на грузовике. Объехал очень-очень многих именитых спортсменов, которые ехали на более легких автомобилях. На Татре выступает Мартин Коломы. Ассистирует ему штурман Ежи Строс. И, как всегда это бывает у грузовиков, едет с ними механик Михаэль Эрнст. Все из Чехии. 311 стартовый номер. Мартин потрясающий быстрый автогонщик. Отличается выносливостью и стабильностью результатов. Он не раз доказывал это на стартах гонок мирового уровня, включая супермарафон Дакар. Это первое участие Мартина Коломы на шелковом пути. И не сомневаемся, что гонка ему безусловно запомнится. Во всяком случае, организаторы сегодняшнего этапа это гарантируют. Если все этапы были бы такими, то можно было бы просто аплодировать. Спасибо организаторам. Запомнится она и его соперникам, эта гонка, поскольку легкой жизни у них не будет. Мартин Коломы сейчас надавит на газ и пойдет. А мы посмотрим,
Прыгнет ли Мартин Коломы на этом первом своем трамплине? Пошла Татра. Смотрим. Очень интересно. Приближается. И ничего, собственно говоря, особенного. Осторожно поехал. Посмотрим, будет ли он делать управляемый занос в ипподромном вираже. Здесь у него, собственно говоря, просто карты в руки ему. Пошел. Ничего такого он не делает. Да, сделал. Управляемый занос. Рулит, собственно говоря, газом. И второй ипподромный левый вираж. Там категория поворота 4. Кто же у нас на старте? Китайский наш друг Хань Вэй. Стартовый номер 107. Ассистирует ему бельгийский навигатор, бельгийский штурман Стефан Пребо. Чемпион Китая, между прочим, на старте. Известный в Китае пилот Хань Вэй. На баге GMG. SMG выступает. И его штурман Стефан Пребо принимают старт на ралли «Шелковый путь» и уезжают на второй этап гонки. Это вторая попытка экипажа штурмовать одну из самых престижных в мире спортивных вершин ралли «Шелковый путь». В прошлом году Хань Вэй стал сильнейшим представителем Китая в категории внедорожников и завоевал 6-е место, то есть вошел в топ-6 лучших пилотов этой гонки. Пожелаем удачи нашему китайскому другу. Это смешанный, напомню, экипаж, китайско-бельгийский, стартовый номер 107. Кстати говоря, вчера Хань Вэй и Стефан Пребо были 8-ми в абсолюте. Вот 8-ми они принимают старт сегодня. И пошли. Желтенький автомобиль. Хань Вэй приближается к трамплину, осаждает автомобиль, не очень высоко прыгает. Посмотрим, что он сделает на втором трамплине. Подпрыгнул выше, скорость больше. И вот он решает сейчас загадку. Нет, идет ровно по следам, по накатанному пошел. Надо бы сказать, что те, кто едет первыми, им посложнее. Дорога мыльная, и выбирая траекторию, они не видят ориентира, они не понимают, как тут проехали перед ними остальные. Всем остальным они как бы чертят дорогу. Алеш Лапрайс. Знаменитый Алеш Лапрайс, 305 номер. Главный соперник нашей синей армады на старте гонки «Шелковый путь», на старте второго этапа. Единственный пилот, которому удалось победить КамАЗ мастер на ралли «Шелковый путь», это как раз-таки Алеш Лапрайс. Произошло это на 3-м выпуске гонки в 2011 году. В прошлом году Алеш не выступал. И сегодня чешский ас возвращается, чтобы стать одним из сильнейших соперников синей армады. Лапрайс потомственный автогонщик. Он с детства пребывал в команде своего знаменитого дяди. Впитал в себя атмосферу и дух великих гонок, знает и понимает в ралли-рейдах абсолютно все. Достаточно вспомнить, кто знает, тот поймет, 2009 год и то, каким образом разложился на той гонке Алеш Лапрайс. Новенькую свою Татру, вот похожую ровно на ту, на которой он сейчас стоит, он разложил в радиус 150 метров. Валялись детали. Страшная была картина в 2009 году. Не дай бог, мы хотим, чтобы ничего подобного не произошло в этот раз. Очень силен Алеш. Вот он поехал. Ассистирует ему Халид Алькенди, Аргентина, и Петр Чапка, Чехия. Алеш Лапрайс подходит к трамплину. Он уже отлично понял, что там происходит, как это все. Ему видно из кабины было, как только что перед ним Коломы это сделал его друг и товарищ по команде. Прыгает на втором трамплине. И я убежден, сейчас он будет делать управляемый вираж. Смотрите, вот так вот это делают мастера. Отлично. И еще один трамплин. А между тем, Тон Ван Ген Уктен, прошу не путать, Голландия, замкнул топ-10, кстати говоря, на грузовике. Вы вдумайтесь, в десятку самых лучших пилотов вчерашнего дня
показавших великолепный результат, вошли целых 3 грузовика, вытеснив оттуда легковые автомобили. Смотрите, что там творит Алиш Лапрайс. Он уходит как раз-таки к лесу. Кому видно, посмотрите. Сейчас он будет проходить ту самую... О, остановился, почти остановился. Вот что значит опыт. Ну, посмотрим, что будут делать остальные ровно на том же месте. Итак, Голландия, Испания и еще раз Голландия. То есть 2 голландца и 1 испанец находятся в машине. Испанцем у нас является Ферран Марко Алькаянна и ассистирует им в качестве можно сказать, борт-инженера. Не хочу даже говорить механика. Борт-инженера экипажа. Бернардос Ден Киндерн, 306 номер. Автомобиль Ивеко. 9 минут 44 секунды уступили эти ребята вчера первому экипажу. Но кому уступили? Лёбу. Итак, пошли. Голландия, Испания, еще раз Голландия. У меня с ним связи нет. Я не знаю, как попросить. Подходят к трамплину. Ивеко прыгает. Ну, практически все как под копирку. И это неудивительно. Асы за рулем все понимают. Ничему их учить не надо. Знают все сами. Управляемый занос и подробный. Кстати, очень разумно подготовили эту трассу. Для зрителей подготовили. Здорово подготовили организаторы. Хорошо подготовился Татарстан к встрече великой гонки. 110 номер Жером Пелише и Южини Декре. Франция, Швейцария. Как вы догадались, Южини Декре является женщиной. Смешанный экипаж. Жером Пелише и его очаровательная напарница Южини Декре из Швейцарии прибыли на старт 2-го спецучастка ралли «Шелковый путь». 110 номер. Почти 10 минут разницы показали вчера экипаж Жерома Пелише и Южини Декре. На 10 минут отстали от победителя. И это неудивительно. Очень тяжелая трасса. К тому моменту, когда они стартовали, а они стартовали достаточно далеко, к тому моменту трасса была уже разбита. Итак, стартер, посмотрите, кстати, на его работу. Что из своего окна видит пилот? Сердце бьется, вцепился в руль, что из руля сок течет. Южини держит в руках роутбук. Она сейчас начнет диктовать первые километры. 5-4, 3-2, размял руку и смотрим, что происходит. 5, 4, 3, 2, 1, старт. И он пошел. Вот задержался чуть-чуть, кстати, на старте. Сотые секунды потерял. Жером Пелише и Южини Декре. Южини Декре уже диктует своему пилоту. Вот смотрите, они ведь предпочли прыгать без полета. И надо бы сказать, что бывает и так, что взобравшись на вершину какого-нибудь трамплина, разумный пилот использует инерцию автомобиля, использует уклон для того, чтобы придать автомобилю ускорение. В спортивной езде не бывает ровного ничего. Всегда нога в педаль в пол, либо это ускорение, либо торможение. Просто езды не бывает практически никогда. Александр Семенов, Россия. Рамиль Замалетдинов. Стартовый номер 126. ГАЗ-2704ЕВ. Интересная машинка, не правда ли? И вот на этой интересной машинке ребята вошли в дюжину лучших пилотов. В дюжину вчерашнего дня. Прототип на базе ГАЗ-2704. Александр Семенов и Рамиль Замалетдинов. Ваш земляк из команды BFC Sport. Эта команда международный совместный проект российской Газрейд Спорт и китайской компании Cummins. Каким будет практический результат этого симбиоза, станет известно по завершении гонки «Шелковый путь». А пока ребята вполне прилично показали себя на вчерашнем этапе. 9 минут для ралли-рейдов – это практически очень и очень неплохой результат. 9 минут 53 секунды.
Александр Семенов и Рамиль Замалетдинов. Заметим, между прочим, что это первый российский экипаж, который мы видим сейчас на старте. И поэтому я прошу поаплодировать ребятам. Вот они пошли на 157-километровый спецучасток в режиме спортивной борьбы. Трамплин, еще один трамплин. Оторвется? Нет. Спокойно и в управляемый занос. Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев. 303 стартовый номер. Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильнур Мустафин. Дмитрий Сотников – лидер этого экипажа. Уже побеждал на ралли «Шелковый путь» в 2013 году. А в прошлом сезоне он стал вторым, уступив лишь партнеру по команде Айрату Мардееву. Айрата мы еще увидим здесь и обязательно поговорим о нем. Поприветствуем героев «Синей Армады». Первый автомобиль команды КамАЗ-Мастер, ваших земляков. Первый автомобиль на старте. В этом году, кстати говоря, 4 автомобиля будет состязаться. В прошлом их было немножко больше, но в этом году 4 автомобиля. Но зато каких автомобиля команда КамАЗ-Мастер выставила на эту гонку. Итак, Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильнур Мустафин. Россия, Казахстан, команда КамАЗ-Мастер. Секунды остаются до старта. Штурман держит в руках роутбук. Пойдет сейчас отсчитывать первые метры, километры, отсекать тератрипом расстояние от одного участка до другого. И вот смотрите, стартер стал с левой стороны, чтобы пилот видел его. 2 секунды. Одна. Пошел. Итак, Дмитрий Сотников. Поаплодируем. Пожелаем удачи нашим ребятам, россиянам, вашим землякам. Синяя Армада. Первый автомобиль КамАЗ-Мастер. Мировой бренд. Во всем мире знают этих ребят. Во всем мире знают эти автомобили. Везде приветствуют их. В Африке, в Южной Америке. Ну и, конечно же, на родине, здесь, в Татарстане. Наши белорусские друзья, окрашенные в... Ой, смотрите, как здорово он там виражирует. Прекрасный драфт. Очень грамотная, красивая езда. Итак, на старте 304 стартовый номер. Он 4-й в классе на сегодняшний момент. На данный момент 13-й в абсолюте. Сергей Безович, Павел Гаранин, Андрей Жигулин. Все Белоруссия. Автомобиль МАЗ-5309РР. Команда МАЗ Спорт Авто. 10 минут и 16 секунд команда уступила вчера лидеру. Но мы помним, на чем она уступила. На МАЗе. Кому уступила? Лучшему пилоту в мире. Мы смотрим туда, влево, где эту трудную лужу преодолевает наш КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова. А на старте Сергей Вязович. В гонку экипаж поедет на грузовике заводской команды Минского автозавода МАЗ Спорт Авто. Это относительно молодая команда, но уже добившаяся немалых успехов на международной арене. И на шелковом пути ярко-красные машины, безусловно, привлекут к себе внимание болельщиков. Уже привлекают. Пожелаем удачи нашим братьям из Белоруссии. Удачи, Сергей, удачи, Павел, удачи, Андрей. Старт! И пошел этот тяжелый. Кстати говоря, какой вес у этих автомобилей? Да бывает и до 13 тонн, если это груженная техничка. Трамплин. Очень спокойно. Безович опытный, кстати, пилот. Здорово управляется. Смотрите, распустил машину, веером пустил ее в управляемый занос. Здорово его проходит, очень чисто, очень чисто. Левый подромный пятый и выходит на трамплин. Посмотрим, это интересно. Вот он прыгнул и уйдет сейчас в управляемом заносе, уйдет еще в один поворот.
глазами последим и одновременно посмотрим на Мишу Кострукова. Михаил Коструков, Олег Княжнов, Россия. Стартовый номер 128 в стартовом створе. Чуть-чуть не доехал, кстати говоря, до старта. Вот такой гандикап оставляет для своих соперников. Мог бы еще на 1,5 метра стать впереди. Стартер говорит ему, что остается 1 минута. Последите за этими жестами. Все, кто сидел за рулем или рядом в спортивном автомобиле, знает этот жест стартера. 1 показал единичку, это значит ровно минута готовности до старта. Потом он дает еще один жест, поднимает в воздух, поднимает вверх правую руку, показывает 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас мы все это с вами увидим. Вот этот Соболь на старте великой гонки, как я уже сказал, Михаил Коструков, мастер спорта, на гонке «Шелковый путь» не первый раз, занимается автоспортом с 2006 года, почти 11 лет, имеет богатый опыт выступлений в автокроссе, является заводским пилотом команды ГАЗ Рей Спорт, победитель и призер чемпионата в России, Кубка России, дал старт и поехал. Куда-то поехал так не очень спеша. Соболь пошел, ну заряженный Соболь, конечно, там все нормально и с подвеской, и с амортизаторами, и с колесами, а самое главное с пилотом и штурманом Олегом Княжновым. Давайте посмотрим, что он сделает на вираже, это уже интересно, потому что ему абсолютно видна траектория лучших. Он может, кстати, и свою выбрать, нет, не выбирает, идет следами, никуда машину не распускает, спокойно держит траекторию. Центр тяжести у этой машинки достаточно высокий. Все это учитывается пилотом, и последим глазами, что он там будет делать. А он будет прыгать. Прыгать и заходить в следующий вираж. Жерар Дерой. Вот так вот. Не кто-нибудь, а сам Жерар Дерой пожаловал к нам. Мозес де Роландона ассистирует ему. Голландия, Испания и Польша. Дариуш Родевайт, это бортовой штурман, бортинженер команды, второй штурман. 11 минут 42 секунды Жерар Дерой уступил лидеру. Легендарный пилот Жерар Дерой возвращается на старт ралли «Шелковый путь». В 2009 году знаменитый голландец уже стартовал в этой гонке. Жерар поистине выдающийся ралли-рейдер. Его участие в гонке «Шелковый путь» – это реальная заявка на первенство в категории грузовиков. Это не шутка, это не пафос, это не преувеличение. Исключительно быстрый, исключительно умелый гонщик. Известно, что на старте каждой гонки этот голландский экипаж никогда не ставит перед собой иной цели, чем победа. Победа! Вот так вот. Ну, вот из-под колес этой машины вырвалось наконец-то то, что мы ждали. Вот так вот. По-моему, это самый эффектный старт. Жерар Дерой пошел на трамплин, оторвался. Еще один трамплин, последим за ним, это того стоит. Еще один трамплин, автомобили века. Цвет морской волны. Управляемый занос с контрповоротом руля. Управляет газом. Смотрим на него. Еще один трамплин, оторвался и пошел на просторы России. После России Казахстан, а потом Гоби, Китай, пустыня. Умеет он ездить и там. Артур Ардавичус. Странное, кстати говоря, сочетание имени, фамилии и принадлежности. Гражданской принадлежности. Артур Ардавичус заявился литовцем, а вообще выступал за Казахстан, и кличка у него, кстати говоря, между нами, никому не говорите, казах. Артур Ардавичус. Серж Брюйкенс, Бельгия, и Машиль Гюйсман, Голландия, 310 номер. Известный гонщик Артур Ардавичус. Выступает по всему миру на самых разных грузовиках. На старте ралли «Шелковый путь» впереди 9599 километров.
опытный и титулованный автогонщик. Он обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, то есть чемпион мира в категории Т2, на легковой машине выступал. 8 раз стартовал на Дакаре и показал свой лучший результат, поднявшись в 2012 году на 3-ю ступень призового подиума Дакара. Тогда Артур находился, кстати говоря, в составе команды КамАЗ-Мастер. И именно на КамАЗе он занял почетное 3-е место. Кроме ралли-рейдов участвует в кольцевых гонках грузовиков. Артур Ардавичус универсальный спортсмен, прекрасный, кстати говоря, парень, хороший друг. Вот он вышел за стартовый створ, подходит к трамплину. Спокойно, кстати говоря, преодолевает его. Посмотрим, мне самому очень интересно, как он войдет в поворот. Еще один трамплин. И вот идет в лужу, кстати говоря, по раллийному, жмется внутрь проходит. Ничего, никаких управляемых заносов. Спокойно проходит поворот, идет на 3-й трамплин. Внимание, оторвался, прыгнул, приземлился. Отлично отработала подвеска. Обращаем на все мелочи внимание с вами. И он уходит на ипподромный вираж, категория поворота 4. И пошел по прямой. Удачи! Паскаль де Бар, Мартинус Рёсник, Воутер де Граф, Голландия, 308 стартовый номер. 11 минут 48 секунд, отрыв от лидера. Паскаль де Бар, Рёсник, Воутер и де Граф. Нет сомнений, что они станут для всех своих конкурентов в грузовом зачете серьезными соперниками. Исключительно здорово подготовлена эта Рено, этот автомобиль. Де Бар будет выступать на грузовике Рено, как я уже сказал, подготовленном командой Мартина Ванденбринка. Кто понимает, для того это говорит само за себя. Мартин Ванденбринк готовил эту машину. Он, кстати говоря, один из сильнейших представителей категории грузовиков. Так что сейчас мы приветствуем одного из самых интересных представителей категории. Пожелаем удачи. Для нас, что, собственно говоря, является интересным? А как он примет старт? Много ли грязи вылетит из-под его колес? Но стартовал здорово, почти так же, как Дерой. Вышвырнул 1,5 тонны из-под колес и ушел напрямик перед трамплином. Смотрим трамплин. Практически без отрыва. Ну, что называется, как по писанному и так далее и тому подобное. Входит в вираж. Никаких... Да, все, сорвался в управляемый занос. Вообще этих управляемых заносов на трассе очень много. Вы знаете, есть 2 техники пилотирования. Управляемый занос, езда по траектории. Пилот сам выбирает для себя, что ему удобней. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Антон Шибалов, Андрей Макеев, Дмитрий Никитин, Россия. Команда КамАЗ-Мастер, автомобиль КамАЗ. 11 минут 59 секунд, почти 12 минут отрыва от предыдущего, от лидера по вчерашнему дню. И снова на старте синяя Армандо. Антон Шибалов на четвертом грузовике команды КамАЗ-Мастер, кстати говоря. И именно столько автомобилей в этом году, как я уже говорил, выставила знаменитая команда на шелковый путь. Вместе с Антоном в одном экипаже выступает опытнейший штурман, мастер спорта международного класса, мой друг и товарищ Андрей Макеев, который в прошлом году выступал на созданном по инициативе ПАО «Газпром» грузовике российско-китайской команды «Один пояс, один путь». Здорово он тогда выступил. Но вот сегодня вернулся в свою родную команду, едет вместе с Антоном Шибаловым. 3-й член экипажа — это механик Дмитрий Никитин, один из самых перспективных спортсменов в обойме КамАЗ-Мастера. Итак, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Антон Шибалов. Ну, смотрите, как не спеша, спокойно, по-деловому, как у себя дома. А, собственно, он и есть у себя дома. Поехал себе. И вот мы зададим себе вопрос. А знает ли, куда ехать? Знает ли он дорогу? Может быть, он как местный потренировался уже здесь? Да ничего близкого, ничего подобного. Никогда такого не происходит. Ох, как здорово он прыгнул там. Посмотрели на там трамплин. На первом нет, а на втором разогнался и пошел.
Смотрим, проходит он ипподромный вираж. Не срывает автомобиль, идет траекторией, хорошо держит колеса, отлично отрабатывает подвеска. Смотрим, что он сделает на третьем трамплине. Внимание, оторвался, приземлился и как вкопанный. Здорово осадили амортизаторы автомобиля. Кстати говоря, хода подвески здесь регулируется. Вот так, как это делает, например, наш американский товарищ. Сейчас назову его фамилию, подзабыл. Он отрезает себе ремни ограничитель и едет как попало. Потом говорит, они в дороге оторвались. Но мы знаем такие фокусы. Наши этими фокусами не пользуются. Едет здорово. А на старте у нас 127 номер Лю Яньгу Пан Хонь Ю. Китай. Китайские гонщики. Второй экипаж китайской команды Baik Motor Racing Team. 12 минут 13 секунд отделяют этот экипаж от лидера. Заводская, кстати говоря, команда. Стала быть, за ними очень серьезная техническая поддержка на этой гонке. Базой, кстати говоря, для этого спортивного болида стал новейший внедорожник Baik Motors BJ40. Поприветствуем спортсменов из Поднебесной. Сердце у них колотится. Но я думаю, что ваша горячая поддержка наших китайских друзей поможет им на старте. Итак, Лю Яньгу управляет этим автомобилем. Кстати говоря, здорово он пошел. Идет на трамплин, оторвется, наверное, улетит далеко довольно. Никуда он не улетает, никуда не оторвался. Я ошибся. Второй трамплин. А вот здесь все как по писанному. Смотрим, какую траекторию он выберет. Ну, жмется внутрь, задевает лужу. Чуть-чуть срывает автомобиль в занос. Ну, кстати говоря, очень и очень опытный китайский спортсмен. 127 номер. Пожелаем ему удачи. Здорово он прыгнул на третьем трамплине. Хорошо отрабатывает подвеска. Мы все это отлично видим с вами на экране. И пожелаем ему удачи. 115 номер на старте. Eugenio Amos, Италия. Франсуа Борсотто, Франция. Франсуа Борсотто. Мало знаю этого штурмана. Один из новеньких здесь штурманов. Мы приветствуем их. И вот они на старте. Но очень резво поехали итальянец и француз. Ну, южный темперамент. Здорово, здорово. Второй трамплин, подлет, приземление. Смотрим, что там будет на вираже. Задел лужу. Итак, первые 20 автомобилей ушли на старт. И далее у нас старт будет с разрывом уже не в 2, а в 1 минуту. Алексей Вишневский, Максим Новиков и Андрей Неверович, Белоруссия. Стартовый номер 316. Снова белорусы на старте. МАЗ, как я уже говорил, Автоспорт. Это команда, регулярно преподносящая сюрпризы на любой гонке. Каждое их участие грозит соперникам серьезной конкурентной борьбой. Вот, кстати говоря, мы слышим звук автомобиля. А что для опытного болельщика это значит? А это значит, что мы слышим, как пилот общается со своей машиной. Что он ей говорит и что она ему отвечает. Как он посылает, на какой скорости идет, как переключается. Где прибавляет. Ой, как красиво он там зашел веером. По широкому заходе. Не пошел внутрь. Почему не идет внутрь? Умный пилот не идет внутрь потому, чтобы лучше видеть, дальше видеть. Это важнее, чем выиграть сотые доли секунды, но не видеть дороги. Видеть дорогу — это значит иметь преимущество. Что, собственно говоря, и делает этот белорус. Мартин Ван ден Бринк, известнейшая личность. 301 номер, стартовал Ван ден Бринк и его партнеры по экипажу. Рик Моуф, Голландия, и Даниэль Козловский, Чехия, 301. Первый трамплин преодолен. Вчера можно было ожидать от Мартина Ван ден Бринка большей прыти, но дело в том, что он стартовал-то вчера вторым, следом за Мардеевым.
И вторым ехать было исключительно сложно. Поэтому и результат такой скромный вчерашнего дня. А вот сегодня посмотрите потом в YouTube или на официальном сайте гонки «Шелковый путь», что там происходило. Уверен, что результат, свой результат, Мартин ван ден Бринк улучшит. На старте Эдуард Николаев, «Синяя армада», Евгений Яковлев, Владимир Рыбаков, Россия, 307 номер. Этих ребят, ваших земляков, даже и представлять вам не надо. Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь» 2010 года, двукратный победитель ралли «Дакар». Вместе с ним в кабине штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков, напомню. Мастер спорта, заслуженный мастер спорта Эдуард Николаев. Двукратный чемпион Дакара 2010-2013 год, прыгнул выше всех, кстати говоря. Шикарно заходит, посмотрите, это же песня, это музыка для тех, кто понимает. Вот так вот наши ездят. Ну, сегодня результат, я уверен, будет уже другим. Все встанет на свои места. Вот это да! Видели справа, что сделал Эдик? Вот это вот зрелище. Всех вас поздравляю с ним. Итак, Александр Коструков, Евгений Павлов, Женечка. 123 номер, ветеран автоспорта, кстати говоря. На гоночном фургоне от ГАЗ Рейд Спорт. Александр Коструков в автоспорте уже более 10 лет. Вот он дал старт своей машине и пошел на этот трамплин. Брат его уже проехал, мы это видели с вами. Михаил первым стартовал из россиян на точно такой машинке. Подъехал к трамплину, очень спокойно его преодолел. Пошел на второй трамплин, смотрим, что он там сделает. А что он делает? Очень аккуратно преодолевает, используя инерцию трамплина, ускоряется. Александр Коструков входит в вираж. И далее мы смотрим без моего комментария, там все понятно. Джоу Юн, Паскаль Маймон, Китай, Франция на старте, 116 номер. 14 минут 58 секунд уступили лидеру, почти 15 секунд. В прошлом году Юн занял на гонке 17 место. Вошел в топ-20 лучших гонщиков мира на гонке «Шелковый путь». Великолепный был результат. Поменял автомобиль, кстати. Едет на Тойоте. Toyota Hilux 2017 года постройки. Современный автомобиль. Джоу Юн очень опытный китайский спортсмен. Неоднократно становился чемпионом Китая. Вот чемпионы Китая как ездят. Наш мы уже видели. Опа! Прыгнул. Смотрим еще. Смотрим на экран, кому плохо видно. Еще один прыжок. Высоко подлетает. И смотрим. Сейчас вычисляет Китай. Опа-на! Пошел в лужу. А наши бы так не сделали. И вот, пожалуйста, результат. Не видит дороги, не знает, что дальше. Внутрь не надо жаться, лучше шире заходить. Ох, как здорово он прыгает. 116-й китаец. Пошел, пожелаем удачи. На родину поехал, в Китай. 131 номер. Реми Лотье, Швейцария, и Жан Дрюсси, Франция. Смешанный.